Коронавирус может передаваться от человека к человеку на расстоянии 4 метров. Это подтверждают новые исследования зарубежных ученых. Выяснено также, что вирус может сохраняться в воздухе и на поверхности предметов дольше, чем обычные вирусы гриппа и ОРВИ. Как обезопасить себя и своих близких? Какие санитарные нормы соблюдать, чтобы не заболеть? Об этом поговорим с Натальей Борисовой, заместителем руководителя управления Роспотребнадзора по республике. Наталья Борисовна, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, какие сейчас нужно соблюдать основные правила в общественных местах, чтобы не подхватить вирус? Гражданам следует сегодня соблюдать режим самоизоляции, воздержаться от посещения мест массового скопления людей и отдавать предпочтение бесконтактным покупкам продуктов питания и товаров первой необходимости. Но если все-таки же возникла необходимость выйти в магазин ближайший, то нужно неукоснительно соблюдать правила личной и общественной гигиены. Но это режим регулярного мытья рук, использование антисептиков и обязательный масочный режим. А вот какие требования предъявляются к продавцам и кто должен следить, чтобы они их выполняли? По продавцам, они должны работать обязательно в масках, иметь перчатки и дезинфицирующие средства. Эти дезинфицирующие средства с дезрастворами, они должны постоянно обновляться, дезрастворы. И если кассир сидит, например, вот у кассы, у него должна быть обязательно влажная тряпочка с дезраствором. И, проще говоря, дезраствор под кассой уже должен быть, и чтобы они регулярно протирали все поверхности, с которыми соприкасаются покупатели. А кто следит за выполнением этих правил? Но, кроме того, при очередях необходимо соблюдать режим социальной дистанции, то есть это не менее 1 метра, а должны быть обязательно разметки. И по этим разметкам, в общем, в каждой торговой организации есть охрана, они должны регулировать эти потоки. Работодатель каждой торговой организации должен следить за всеми этими рекомендациями. Все требования и рекомендации были направлены через Министерство предпринимательства и доведены до всех работодателей, до всей торговой сети. Человек, например, вернулся из магазина, он соблюдал все правила, а вот упаковки, их нужно чем-то обрабатывать? Так, по упаковкам, если человек вернулся с магазина, то необходимо все эти упаковки либо спиртовыми растворами, либо растворами с D-средствами протирать обязательно. И сейчас востребованы услуги по доставке. Какие правила действуют в этом случае? Сегодня у нас работают волонтеры. Волонтеры доставляют, кроме волонтеров, еще сами торговые сети доставляют. И они обязаны неукоснительно соблюдать все требования, которые к ним предъявлены. То есть это курьеры, они не должны, во-первых, заходить в квартиру покупателя. Они должны соблюдать дистанцию 1 метр, в том числе и в общественном транспорте, и когда непосредственно вручают покупку, минимизировать прикосновение к различным поверхностям и неукоснительно соблюдать меры личной гигиены и личной профилактики. Мыть постоянно руки с мылом как можно чаще, и у них должны быть у всех антисептики. То есть предпочтительно рекомендуется оплата Сбер онлайн покупки, чтобы при доставке продуктов питания либо других товаров первой необходимости они минимизировали риски соприкосновения с покупателями. И антисептические средства, какие наиболее эффективны против вирусов?
Но против вирусов у нас хлорактивные, это хлорсодержащие препараты, это спиртовые, спиртсодержащие препараты и кислородактивные препараты, ну в том числе это перекись водорода. А вот каким правилам нужно следовать в общественном транспорте? В общественном транспорте обязательно нужно быть в масках, средствах индивидуальной защиты, желательно в перчатках и соблюдать дистанцию. После того, как люди вышли, приехали на общественном транспорте домой, то они должны тщательно, полностью руки свои очень тщательно помыть, ну и обработать. А дома как часто нужно проводить санобработку и какие поверхности они наиболее опасны в плане оседания вирусов? НИИ – это научно-исследовательский институт дезинфектологии Роспотребнадзора, подготовил рекомендации. Они находятся у нас на сайте yakutiarоспотребнадзор.ру. И на этом сайте все вот эти рекомендации по проведению дезмероприятий в жилых помещениях для лиц, которые находятся в домашней изоляции, они подготовлены. То есть, что нужно делать дома? Это проводить влажную уборку не менее 2 раз в день с применением дез-средств, и обычная влажная уборка тоже может быть. Протирать дез-раствором в конце дня обязательно поверхности, которым чаще всего соприкасаются. Это дверные ручки, это выключатели, это краны, столы и так далее. Ну и кухонную посуду моют, как обычно, либо в посудомоечной машине. Поэтому, в принципе, тут нужно соблюдать все правила личной гигиены и почаще проводить уборку, почаще проветривать жилое помещение. Ну вот сейчас по указу главы некоторым предприятиям, в том числе парикмахерским и салонам красоты, разрешено работать, только тем, кто имеет лицензии. Вот на что нужно обратить внимание посетителям, чтобы обезопасить себя? Если люди идут в парикмахерскую, либо в салон красоты, либо в другое общественное место, либо в магазин, у них должен быть обязательно масочный режим, маски, средства индивидуальной защиты. Ну и при возвращении домой тоже также тщательно помыть руки, личная гигиена и обработать все те товары, которые они приобрели в магазине. А в магазине продавцы либо парикмахеры, они должны соблюдать, тоже у них должен быть масочный режим и обязательный дезинфекционный режим. То есть каждые 2 часа в таких местах должна проводиться влажная уборка с применением дез-средств, проветривание должно быть. И в медицинских организациях лицензированных, то есть у них должны быть бактерицидные облучатели, кварцевание кабинетов и так далее. Сейчас уже ясно, что пандемия повлияет на всю нашу дальнейшую жизнь, уже меняются правила отношений, условия работы. А изменятся ли санитарные нормы, будут ли пересмотрены действующие? Но в соответствии с поправками в Уголовный кодекс Российской Федерации нарушитель заплатит штраф от 500 до 700 тысяч рублей, возможно даже лишение свободы на срок до 2 лет. А если нарушение повлекло по неосторожности смерть человека, то штраф составит от 1 миллиона рублей. Ну и в соответствии со статьей 26/1 КоАП Российской Федерации также введена ответственность за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности, то есть это в нашем случае. Также введены поправки в статью 6.3 Кодекса об административном правонарушении. Это нарушение действующих санитарных правил, нормативов, невыполнение мероприятий дополнилось частью 2. А если во время режима повышенной готовности предлагается установить штрафы для граждан от 15 до 40 тысяч рублей, для юрлиц от 50 до 150 тысяч рублей, для юрлиц от 200 тысяч и выше. Если же эти нарушения повлекли причинение вреда здоровью либо смерть человека, то штрафы для граждан составят от 150 до 300 тысяч рублей. Наталья Борисовна, спасибо за беседу. Надеемся, что жители нашей республики будут внимательнее к себе, своим близким и к своему здоровью. Вы смотрели актуальное интервью. Мы говорили о санитарных нормах при пандемии. Не переключайтесь.